Уважаемые участники судебного заседания, мы выслушали позиции сторон, пояснения представителей государственных органов, привлеченных по данному делу в качестве третьих лиц. На этом исследование материалов по делу Айткулова Икрамиддина Назировича считается оконченным. В этой связи предоставляется право заключительной речи. Икрамиддин Назирович, пожалуйста, пройдите к трибуне. Вам предоставляется право заключительной речи. Я прошу мое ходатайство удовлетворить в полном объеме. Я прошу обратить внимание на то, что, например, представитель президента, хотя он в возражениях был против, но отвечая на последний вопрос, он все-таки признал, что решения судов могут быть обжалованы лицами, в апелляционном порядке могут быть обжалованы лицами, чьи интересы затронуты этими решениями судов. Вот это момент, что по Конституции, значит, конституционная норма говорит о том, что можно обжаловать приговоры, решения судов лицами, чьи интересы затронуты этими решениями. И вот эта норма, она, так сказать, соответствует той норме права кассационного обжалования. Там тоже это указано. Но в праве на апелляционное обжалование этого нету. Там сузили. И поэтому мне отказали из-за того, что я не участник процесса. Не из-за того, что там ваши интересы не затронуты. Я понимаю, если вы там рассмотрели, потом сказали, ваши интересы не затрагиваются здесь. Но меня отказали только из-за того, что я не участник процесса. То есть они подтверждают, что право апелляционного обжалования, оно сужено, оно не соответствует Конституции. Поэтому, конечно, эти вопросы, они затрагивают нас. Дело Узбекова, то, что его отдельно рассмотрели. Я уже повторяться не буду, поэтому я прошу удовлетворить в полном объеме. И прошу учесть, что то, что, если вы удовлетворите, это не означает, что обязательно она будет оправдана там, по этому эпизоду. Мы просто требуем, чтобы рассмотрели вместе это дело. И там, возможно, и мой доверитель это понимает, что там, может быть, ее положение может ухудшиться еще, что ее будет пособником в вымогательстве взятки, например, если признают. Поэтому мы это все понимаем. Но у нас есть возможность все-таки и оправдаться, на что мы рассчитываем. Поэтому ваше решение, оно не дает, так сказать, такого единственного решения по делу. Оно может быть разным и не в пользу моего доверителя. Вот. Но самое главное, то, что эта норма УПК, она не соответствует, оспариваемая норма, она не соответствует Конституции, его надо привести в соответствие с Конституцией, потому что иначе нельзя. У меня все. Присаживайтесь. Самат Хаштубекович, вам предоставляется право заключительной речи. Уважаемые судьи Конституционного суда, в соответствии с частью 5 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики, процессуальное право участников судебного процесса, а также права лиц, те права и интересы были затронуты решением судов, в том числе право на обжалование решений переговоров, а также порядок их осуществления определяется законом. То есть процессуальное право участников судебного процесса, в том числе право на обжалование решений переговоров и других судебных актов, а также порядок их осуществления определяется Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики. Отсутствие уголовного процессуального законодательства права лиц, не являющихся участником процесса на апелляционное обжалование решения суда первой инстанции, в достаточной мере отвечает принципам уголовного законодательства, международным стандартам и требованиям Конституции Кыргызской Республики. На основании изложенного просим ходатайство Айткулова Икрамиддина Назировича о проекте конституционности части 1 и 2 части статьи 397 Уголовного процессуального кодекса Республики оставить без удовлетворения, поскольку не является противоречащим частям 1 и 2 статьи 61, части 3 и 5 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики. Спасибо.
Присаживайтесь. Уважаемые участники судебного заседания, на этом рассмотрение дела по обращению Айткулова Икрамиддина Назировича о проверке конституционности частей 1, 2 статьи 397 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики считается оконченным. Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения. Прошу всех встать.